Эмомали Рахмон провел ряд важных встреч. Чем они закончились? Почему Жапаров и Путин были довольны? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня в Бишкеке с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым в рамках заседания Совета глав государств-участников СНГ. Как сообщает пресс-служба президента Кыргызской республики, на встрече были обсуждены разнообразные аспекты кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, включая вопросы по границе. Особое внимание лидеров двух стран уделено вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Сообщается, что президенты также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Они подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога для укрепления дружеских отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном, выразив готовность проводить открытые и конструктивные диалоги по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Детали обсужденных тем не сообщаются. Напомним, по итогам последней встречи топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам, составленных правительственными делегациями обеих стран для обсуждения процесса делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы, которая прошла с 3 по 7 октября в Баткене, стороны достигли соглашения относительно более 43 километров границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Всего протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 980 километров. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более 2/3 линии прохождения рубежа. Остальные участки, более 400 километров, считаются спорными. Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик. В связи с неопределенностью границ между жителями и пограничниками соседних государств часто происходили столкновения, перераставшие в вооруженные конфликты. 2 октября делегации Кыргызстана и Таджикистана встретились в Баткене и по итогам переговоров подписали новый протокол. Стороны заявили, что этот документ при реализации будет способствовать разрешению пограничных споров. Как вы думаете, эта встреча президентов даст хороший импульс в решении этого вопроса? А президент России Владимир Путин встретился также с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются, обратился Владимир Путин к таджикскому коллеге в начале встречи. Эмомали Рахмон, в свою очередь, заявил, что намерен обсудить с российским президентом состояние и перспективы двух стран, международные и региональные вопросы. Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи, заявил он. Он также отметил, что Россия важный стратегический партнер и союзник Таджикистана. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений, затронули вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба президента Республики Таджикистан. Многие эксперты говорят о том, что Путин решил встретиться со всеми главами стран государств Центральной Азии для того, чтобы еще раз успокоиться по поводу того, что страны все так же привязаны к России, все так же от нее зависят, и что Путину не стоит переживать, далеко они не уйдут. Как вы думаете, правда ли это? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.